На этапе рукоделия участницам конкурса красоты в Челябинске потребовались умение работать с ножницами, аккуратность и, конечно же, хорошее настроение. Под руководством опытных наставников девочки создавали многослойную брошь из фетра, цветок из логотипа конкурса «Татарочка-2013». Конечно же, в первый раз для девочек это очень сложно. То есть надо сделать ровные петельки, умело управляться с иголочкой, уметь правильно делать узелочки. Все это учитывается. Но это очень пригодится им в жизни. С созданием самой броши конкурсантки справились замечательно, а вот с тамбурным швом, основой татарского рукоделия, возникли трудности. Не обошлось и без слез. Некоторые участницы впервые вышивали этим стилем и учились буквально на ходу. Но были среди девочек и те, для кого нитки с иголкой не диковинка. Это называется тамбурным швом. Его раньше использовали на полотенцах наши бабушки и прабабушки. Конкурс рукоделия оказался очень познавательным. Маленьким красавицам рассказали об украшениях в татарском стиле, об оригинальности татарских мотивов и узоров. Конечно, все, что сделано руками, то, что сделано своим трудом, конечно, носит в себе особенную энергию. Вместе с этой вышивкой передается то самое все положительное, то самое все замечательное, что существовало тогда давно и сейчас продолжает существовать. И, конечно, спасибо, что вот это вот сейчас все возрождается. Огромное спасибо организаторам. Каждый этап конкурса девочки ждали с нетерпением, ведь это стимул стать лучше, ярче, активнее и способ показать окружающим, кто такая маленькая талантливая татарочка. И с каждым этапом ожерелья конкурсанток становились длиннее. Альфия Габдушева, Ольга Кисленко, Михаил Драков, Салават Киямов, ТНВ, Челябинская область.